Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Я бы сегодня хотела поговорить о том преследовании в отношении народного депутата Владимира Паскочина. Напомню, что сегодня, для тех, кто смотрит из Якутска, это будет сегодня, 5 ноября, а для тех, кто находится вне Якутска, это будет завтра, 5 ноября. В Верхневилюйском районном суде состоится, заседание судебное в отношении Паскочина. Он обвиняется по 222 статье Уголовного кодекса, часть 1. Это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 4 лет, или штраф до 80 тысяч рублей, либо иные ограничительные меры, обязательной работы, ограничение свободы и так далее. Сам Паскочин, он сегодня уже в Верхневилюйске и прокомментировал изданию «Сахадей», что он на самом деле признает свою вину. И он сказал, что он надеется, что суд будет справедливым. Наказание мне положено, сказал он, я виноват в том, что не знал, что нельзя хранить эти патроны, не знал законов. Но незнание закона не освобождает от ответственности, поделился Владимир Семенович. Также Паскочин добавил, что следствие проходило нормально, люди просто выполняли свою работу и их заставили, сказал он. Напомню, что в ходе обысков у Паскочина обнаружили 72 винтовочных патрона, предназначенные для стрельбы из стрелково-боевого огнестрельного оружия с нарезным каналом ствола. Именно поэтому было возбуждено уголовное дело. Паскочин говорит о том, что купил он эти патроны давно. Хранил он их у себя в сейфе частного дома в Верхневилюйске. И выбрасывать он их не хотел, потому что он считал, что, поскольку это его патроны, они просто лежали в сейфе и не были использованы. Обыски в доме проходили 8 июля, по-моему, то есть в начале июля, как раз-таки, когда была летняя сессия, та самая знаменитая сессия, на которой выступал со своей речью обвинительной в адрес Айсена Николаева депутат тогда еще депутат от партии «Новые люди» Александр Иванов. Это такая короткая предыстория, да. Я хочу сказать, что все люди, которые следят за работой Владимира Паскочина, те, которые знают, да, что сейчас происходит в отношении уголовное преследование в отношении Паскочина, да, они все понимают, да, что это политически мотивированное дело. То есть это политический заказ. Заказчик Айсен Николаев. Не найдя никакого другого способа борьбы с оппозиционным депутатом, да, с депутатом, который все время критикует, уже не первый год критикует действия Айсена Николаева, они решили поступить таким образом. Пришли к нему домой в поисках чего-нибудь. Эти патроны не были подброшены. Я так полагаю, что они нашли патроны, а если бы они не нашли ни патронов, ни чего-то другого, да, что скомпрометировало бы Паскочина и что дало бы им возможность возбудить на него уголовное дело, они бы ему запросто подкинули что-нибудь. С них вообще, конечно, не убудет. Наркотики бы подкинули. Почему бы и нет? Между тем, мы понимаем, да, почему это происходит. Таким образом, Айсен Николаев устраняет неугодных. Я думаю, что вообще они могли бы ограничиться предупреждением административным. Они могли бы ограничиться штрафом. Тем не менее, они пошли по самому жесткому сценарию, они стали его, возбудили на него уголовное дело.
складывается ощущение, что исход завтрашнего судебного заседания может быть любым. Посмотрим, что будет. Будем очень внимательно за этим наблюдать, но все возможно, возможно, Паскочина и осудят. Ну, не хотелось бы, конечно, на самом деле, потому что и так у нас оппозиционных депутатов, оппозиционных политиков сейчас, которые бы открыто высказывались против действий гауляйтера нашего, да, узурпатора власти в республике Айсена Николаева, нет. Вот Паскочин у нас есть Александр Иванов, у нас есть, значит, бизнесмен Афанасий Максимов и журналист, бывший журналист Виталий Обедин. Ну и еще журналисты «Честная Якутия» у нас тоже работают, честно, да, скажем так. Ну, и еще несколько телеграм-каналов, которые более-менее правдивую информацию подают. Вот, это не торбозное радио. Если кто-то, в общем, думает о том, что это торбозное радио. Торбозное радио, да, оно много информации дает, но это все-таки телеграм-канал, который связан, скорее всего, с АГИПом. Давление на депутата, оно такое постоянное, скажем так. Да. Недавно мы знаем, что жену Владимира Паскочина заставили уволиться из, ну, ее зовут Александра Наговицына, ее заставили уволиться из администрации Верхневилюйска. И она как раз-таки заявляла о том, что на нее оказывается давление. Ну, то есть давление оказывается на него через жену. Она написала письмо, большое обращение в социальных сетях. Вот она пишет, да. Вина Паскочина перед Николаевым заключается в том, что он, будучи избранным депутатом Госсобрания, начал критиковать и публиковать о финансовых махинациях, ну, Николаева, и коррупции. Давление коснулось и ближайших родственников Владимира Семеновича. Поразительна мелочность и злопамятность Айсена Николаева. Чтобы достать политического соперника, он пожертвовал благополучием десятков своих земляков, оставив их без работы, без средств к существованию. Слишком занят Айсен Николаев сведением личных счетов, что его не волнует ни кризис в ЖКХ, ни тяжелейшая ситуация в арктических улусах. Из-за контракта с ВИЗ у нас миллиардные долги по долгостроям гигантам, как Ленский мост и Алан-Холленд, разбитые автодороги, дикие цены на авиабилеты. Республика фактически становится банкротом. Я долго молчала, мы все долго терпели преследование, но всему бывает предел, пусть люди знают правду. Вот. Ну, понятно, почему она отправила письмо президенту Путину, потому что единственная управа, которая сейчас есть на действия Айсена Николаева, это, конечно же, со стороны, может быть, только со стороны, значит, Владимира Путина, к сожалению. Да? Я бы хотела на эту ситуацию посмотреть с другой стороны. Даже не на эту ситуацию, да, а вообще на уголовные преследования последних лет, да, последних дней даже, я бы сказала, да, посмотрите, что сейчас постят наши все Инстаграм, значит, площадки. Надежда Махначевская, первый заместитель министра по молодежной политике. Против нее возбудили уголовное дело, обвиняют ее в коррупции. И это, кстати, не первый, я думаю, не последний чиновник, да, из круга Айсена Николаева, который сейчас подвергается уголовному преследованию по, значит, коррупционным всяким делам. Надежда Махначевская, первый замминистра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха. Человек, которого на, значит, должность назначил сам Айсен Николаев. И она не первая,
она не первая. До этого, да, давайте откроем сейчас список и посмотрим, кто в какое время подвергался уголовным преследованиям. Например, в 2023 году возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дирекции жилищного строительства Якутии Игоря Ткаченко и его подчиненного Потапова, некоего Потапова. Они были задержаны за получение взятки в особо крупном размере, в размере 10 миллионов рублей от одного из застройщиков за приемку работ при строительстве жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилья в Алдане. Давайте вспомним бывшего советника, сотрудника ФСБ Савву Алексеева. Он тоже был задержан, его имя фигурировало в делах о хищениях и вымогательстве. В первый раз он был осужден по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере». В первый раз по этой же статье он был осужден в 2020 году, второй раз в 2022 году. Суд обвинил подсудимого в вымогательстве крупных сумм денег по муниципальным контрактам 2015 года. Тогда мэром как раз-таки был глава республики Айсен Николаев. В судебном решении сказано, что деньги якобы предназначались для последующей передачи главе городского округа. Ньюс и КТ тогда еще работали, да, они как раз-таки писали, что речь шла о так называемом откате от чувашской фирмы «Дорис», которая занималась ремонтом дорог в Якутске. В августе 2021 года Мосгорсуд отменил приговор Савве Алексееву с направлением дела на новое рассмотрение. В новом составе суд вторично рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор. После всего того, что произошло с помощником Айсена Николаева, АГИП сразу же от него открестился и официально заявил, что Алексеев Савва Усиментаевич не является и никогда не был советником главы республики, а также не занимал никаких должностей в администрации региона. То есть видим, да, прямую связь между вымогательством и Айсеном Николаевым. Еще одна прямая связь между осужденным за коррупцию и Айсеном Николаевым. Это дело Егора Попова. Егор Попов, он тоже был в свое время личным помощником, да, когда еще Айсен Николаев работал в Министерстве финансов. В 2022 году Егора Попова приговорили к 5 годам лишения свободы условно со штрафом 8 миллионов рублей. Такую же сумму и условный срок в 7 лет получила его супруга Анна. Егоровых осудили за то, что они вымогали деньги у предпринимателя. У предпринимателя там было связано дело было связано по-моему, с прачечными. Какая здесь связь с Айсеном Николаевым? В 2017 году Егора Попова пытались привлечь к уголовной ответственности за махинации с землей элитного земельного кооператива «Сосновый берег» на Сергеляхе. Тогда Попов своим распоряжением разделил землю кооператива на 40 земельных участков. 2 участка общей площадью больше 4000 квадратных метров достались Айсену Николаеву, где он построил дом и где он живет до сих пор. Кто в окружении, в ближнем круге Айсена Николаева также подвергался уголовному преследованию? Бывший главный архитектор Якутска Ирина Алексеева. Ее судили за то, что она присвоила себе государственные деньги, бюджетные деньги. Еще один уголовник в окружении Айсена Николаева. Дим Димыч Садовников был судим за разбой, но, видимо, это было в молодости, судимость им уже погашена.
Вот, но ему все простили, и вот с 2010 года он работает вместе с Айсеном Николаевым. Человек был осужден за разбой. Вот, еще один человек, это спикер, нынешний спикер Илтумена Алексей Еремеев. В 2011 году Еремеев был осужден по статье 160 «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, и по статье 286 «Превышение должностных полномочий», и был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а также штрафу в 600 тысяч рублей. После того, как в дело вмешался президент республики Егор Борисов, Верховный суд отменил приговор. Письмо Егора Борисова в адрес Верховного суда многими было расценено как публичное давление на судей. Абсолютно стопроцентное было давление на судью. Еще один человек из ближнего круга Айсена Николаева, репутация которого тоже находится под большим сомнением, это зампред правительства по социальным вопросам Ольга Балабкина. Она была женой, это ее бывший муж, Макиенко, который в свое время был правой рукой криминального авторитета якутского Юрия Козья. Ну, кто не знает, посмотрите в интернете, Юрий Козий был знаменит тем, что он вывозил в лес своих оппонентов по бизнесу, да, своих врагов по бизнесу, и, в общем, там отрезал им головы, по-моему, так было, да, и, по-моему, душил их выхлопными газами в гаражах. Вот. Дочь Ольги Валерьевны, Мария Макиенко, сначала в Якутске была замешана в похищении денег у онкобольного, затем она переехала во Владивосток и там тоже работала судебным приставом и, пользуясь служебным положением, присваивала чужие деньги. Вот, за это она была осуждена. Еще один человек из ближнего круга, который тоже проходил по уголовному делу, это бывший заместитель министра здравоохранения республики Роман Савин. Все помнят это дело с мошенничеством при заключении госконтракта на поставку кислородных станций. Тогда ущерб, СМИ писали, да, что ущерб от действий Савина мог составить 151 миллион рублей. Вот, на сегодняшний день суд оправдал Савина. И этот человек, Айсен Николаев, которого окружают сплошь и рядом вот такие люди с далеко не безупречной репутацией, люди, у которого... еще я забыла. Сусанна Рожина, приближенный к главе журналист. Она была, кстати, осуждена за вымогательство, да, тоже известная история. Она получала как раз-таки из рук главы гранты, она была вхожа во многие кабинеты министерские, и на всех углах рассказывала о том, что она водит дружбу, да, с Айсеном Николаевым. Вот такие люди окружают нашего главу Илдархана. Еще не забываем про дело Виктора Лебедева, да, который в своем кабинете избил подчиненного. И потом очень долго болел и не являлся в суд. Вот. Потом по истечению сроков давности дело прекратили. Вот такие люди окружают Айсена Николаева. Против Паскочина у наших властей нет ничего, кроме того, что вот хранение боеприпасов. Но если посмотреть правде в глаза, давайте заглянем в оружейные сейфы вообще всех наших высокопоставленных чиновников или депутатов. Давайте посмотрим, что хранится у самого Айсена Николаева. Если мы, наверное, там найдем, если нас допустят, да, если бы нас допустили, мы бы там, наверное, нашли огромное количество оружия, зарегистрированного, незарегистрированного, там вообще уже не важно, да, наверное, там и Бинелли там за 2 миллиона можно было бы найти, я думаю, да. Вообще у каждого человека есть вот тоже
Я думаю, такие патроны, поскольку мы в Республике Саха, наши мужчины, они считаются вообще охотниками. Да, и у каждого человека есть оружие и боеприпасы. Вот, патроны имеются. Так-то посудить. Нашли к чему просто прикопаться. Нашли повод для того, чтобы человека устранить. Маленький повод, но достаточно такой неприятный, да, и по одному звонку, я думаю, Николаева судья может вынести правильное для то решение, то есть, которое потребует от нее Айсен Николаев. В этой ситуации все будет зависеть от судьи, да, насколько у нее вообще совесть есть, насколько она вообще понимает происходящие события. Мы, как пантюркистские экстремисты, как нас называют, да, в телеграм-каналах, хотим пожелать сегодня Владимиру Семеновичу удачи на суде, будем держать за него кулаки. В конце концов, у нас очень мало людей, которые открыто выступают против действий Айсена Николаева и его семейки. Да, мы знаем, что Владимир Семенович последовательно говорит о коррупции, последовательно говорит о том, что все вот эти заключения, все вот эти договора с группой ВИЗ, да, концессионные соглашения, они, конечно, непрозрачные. Об этом он говорит открыто. Он говорит о том, что все вот эти выплаты, все эти долги, они тяжелым бременем ложатся на бюджет республики и в итоге на каждого жителя республики. Мы помним, знаем, как защищал Паскачин Конституцию нашу, вот на последних открытых публичных слушаниях, да. Вот один из немногих, кто так ярко, так искренне защищал нашу Конституцию. Конечно же, ему за это большая благодарность. Вот. Будем следить за событиями. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Это очень поможет нам в продвижении нашего канала и очень поможет в работе нашего движения. И еще я хочу попросить всех тех, кто имеет такую возможность, помочь нам материально, все нашему движению, да, все ссылки на то, как это можно сделать, через какие инструменты, вот они в описании к этому видео есть. Ну и на сегодня это все. Я вас всех благодарю. Очень скоро мы с вами снова увидимся. До свидания.